Видите, дорогу делают. Губина. Дали? Супер. Какой вон слой. Вот камушки под колеса. Дороги перекрыты все флажками всякими. Вот таким вот образом. Здесь дом вот такой новый, шикарный стоит. Все-таки хорошо как ехать по новому асфальту. Просто супер ощущение. Вот тут один слой сделали, и потом еще второй сверху кладут. Ну как делают, супер, супер. Так, а мы, короче, решили прокатиться сегодня по набережной. По набережной прокатиться, поэтому сейчас сюда сворачиваем. Опс. Так. Пока посюда поедем, вон там на переходе перейдем на ту сторону. Это улица Богатырева. Ой, какую большую, смотри, все построили зону-то парковки. Так, а где Ярослав? А вон он сзади, Ярослав едет. Сзади. Вот тут машины сигают, вон они. Машины. Люди ходят. Какой-то, что это такое, кафешка какая-то или что, магазин, школа вот. Такая типовая советская вот эта вот школа. Таких несколько в городе по такому проекту построены. Очень удобные они, большие, вместительные. Вот тут даже сова и учение света, не учение тьма. Да, если бы это было так. А, мы, наверное, сюда поедем. Давай сюда. Вот сюда вот. Так, тут надо кнопочку нажать. Да-да-да. Сейчас слезем и пойдем. Смотрите, тут как гаражи. И вот расписали. Тут рядом площадь Победы. Вот такой шикарный сделали рисунок. Так, ну что, едем дальше. Едем. Плиточка. Да, плиточка выложена такая вот. Ей уже несколько лет. А тут у нас, конечно, вечная мерзлота. Долго все не лежит. Почва идет. Всякие пеньки оттуда вылазят. Поэтому... А, вон там площадь Победы. Площадь Победы. И вон туда все идут. Мы сейчас туда перейдем. 45 секунд осталось. Так, ну вот. Наше любимое местечко. Здесь. И посмотрим, сколько народу. Сегодня 23 августа 2020 год. Аллея, или как это, города-герои. Вот сколько здесь детишек. Мамок с детьми, вон с колясками, родителей. На всяких разных штуковинах катаются. Сидят. Ой, как много. Смотрите. Так, тут главное успеть по тормозам дать. Ну и танк Победы. Вот тут какие-то что-то продают даже, шары какие-то. О, смотрите, сколько детишек лазят там. Лазят. Ну, люди в масках еще ходят. Вот это вот дамба у нас. Сюда дамба, а мы поедем. Так, наверное, нам надо... Не, сюда. Тут что-то продают. Ice cream.
такие штучки. А мы вот сюда поедем. По улице Хабарова-Чернышевского. И вот мы едем по ней. С этой стороны у нас 203 и 202 микрорайоны, а тут набережная. Людей-то сколько, а? Ой, так, так, мне надо осторожнее, у меня уже переднее колесо лопалось недавно. Я на какой-то такой вот тоже кочке, вот, видите, как он едет. И нам надо также, опс, залезли. Ярослав сейчас там тоже залезет. Хорошо так вот кататься. Для здоровья. Просто замечательно. Лишний жирок там. Да, немножко бока убрать. Полезно. Вот тут много людей катается на велосипедах. Вот, смотрите. 203 микрорайон. Продажа здания. Продают. Покупайте. Кто хочет такое шикарное здание в городе Якутске. Но сегодня воскресенье. И людей поэтому на улице прогуливающихся. О, а здесь надо нам все спускаться. Здесь какая лестница дурацкая. Так. Ну вот, хотелось бы что вам показать здесь. Вот это тут памятник. Travel IT парк Якутск. Вот видите, да, вот этот памятник. Георгий Победоносец, да, как в Москве, где на Поклонной горе такой же подобный. Он, правда, там змею эту разрезал. И вот что мы здесь. Здесь заложен Московский бульвар в 2001 году. Московский бульвар называется. Там надпись. Так, и поехали. Короче, тут вот эта вот дорога, она длинная, несколько километров будет длиной. И мы сейчас набираем скорость, чтобы залететь. Опс! Нормально. Нормально. Так, все, полетели. Людей только надо беречь, не сбить их. Как там вообще меня слышно, нет? Вот из таких плит состоит набережная. Ну, вечная мерзлота. Сами понимаете, почва ходит, чтобы она дольше сохранялась. Вот такими плитами выложена. Или вылиты, вылили они. Класс. Вот тут уже покрытие съехало, поэтому не так классно ехать по этим камушкам, но мы все равно едем. Вот так вот каждый день, если по этой дороге кататься, прямая она, то можно хорошо форму свою поправить. Единственное, что вот здесь вот эти вот дороги и спуски постоянно, вот они напрягают, конечно. Конечно. Ой, девушка с удочкой, смотрите. Вот такая вот фигня. Приходится вот так вот ползти. Как полоса препятствий. Полоса препятствий называется. Хорошо как. Вот еще одна полоса препятствий. Здесь заправочка. Можете посмотреть, какие цены на 23 августа в городе Якутске. Жух, жух. Смотрите, даже знаки. Это знаки. Как это? Определение скорости. Определение скорости. Ну и вот так мы едем, короче. Пенсионный фонд Российской Федерации. Видали, какое здание все отгрохали? Суперовское здание.
Но вот когда-то здесь река текла, а потом даму построили, перекрыли, естественно. Но на старых фотографиях Якутска до там 60-х годов можно увидеть, что здесь просто была река, русло реки. И поэтому весной топило город очень хорошо. Ну, а потом уже после какие тут ямки хорошие. А после того, как дамбу построили, эти наводнения прекратились, по сути дела. Ну вот, бывает периодически бывает большой уровень воды весной в половодье. Но пока он еще не был настолько критическим, что вода по городу разлилась как-то. Ой, Ярослав меня обгоняет. Ну, нормально едем, да? Все-таки камушки попадаются какие-то вот под колеса вылазят, выскакивают. А вот дом. Далее. Какой домик. Что тут написано? Читаем. Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. То есть это эвены, эвенки, нюкагиры. Вот это театр национальный. Малочисленные народы Севера, которые проживают, как правило, за полярный круг, так вот, и в других районах Якутии. Ну, сейчас мы с вами подъезжаем к памятнику основания города Якутска, 1632 год. А здесь кружало. Вот проходят разные мероприятия у нас, проводы зимы в частности. Там большая торговля, блины вот эти вот пекут там. О, можете посмотреть, там есть на канале, я снимал неоднократно, не один год. Вот он. Давай, Ярослав, подъедем, поближе снимем. Петра Ивановича Бекетова, стрелецкому сотнику, основателю города Якутска. Вот памятник построен в 2007 году. Ну и здесь вот он так выглядит. Год основания он там 1632. Так вот. Но видим Преображенский храм. Вот он стоит, и рядом с ним Вечный огонь. Вечный огонь. Так, а как мне тут съехать-то? Так вот придется. Опс! Оп, как вас там? Не тряхнуло? Не сильно? Я надеюсь. Вот Вечный огонь. Площадь Марата. Фу. Так, тут надо тоже как-то залезть сюда. Опс! Главное мне колесо не повредить, а то на этих буграх я могу опять шину сдуть. В прошлый раз там дырка такая. Откуда она как взялась? Ну, видать, тоже на какой-то вот таком препятствии долбанула, и он взорвался. Вот. Ну, камера взорвалась. Так. Ну, вот видим, видите, фонтаны. Вот это озеро, вот там фонтаны на нем. Там дальше Якутский университет, Северо-Восточный федеральный университет СВФУ находится. И вот здесь видим мы тоже вот такое арт-здание национальное. Ну а с этой стороны видим зеленый луг. Зеленый луг, можно на нем, ну, когда в июне луг, щавель рвать, ходить. Дом с этой стороны. Тут старое здание какое-то сгоревшее. Жалко, конечно, что оно сгорело. Так вот этот участочек бы так восстановить, вот в старые дома такие, как раньше жили. Вот. Смотрите, там целая улица еще такая старинная.
Это, наверное, еще когда еще дореволюционная постройка. О, смотрите, бараны! Ярик! Смотрите, бараны! Что мы видим, а? Вот нам повезло-то. Баранов пасет человек. И вон эти коровы пасутся. Они, похоже, сами пасутся. Ну, прикольно. Видали? Я что-то первый раз баранов вижу. А он их отгоняет, чтобы они сюда не шли. Пастух. Пастух. Ярик видел, да? Бараны. Вон целое стадо их. Или овцы. Как они? Овцы, да? Овцы. Спутал я. Ну, видите, вот уже какой-то фермер держит их. Ну, это мороки-то сколько надо с ними. Они туда залезли. Давайте-ка мы сюда подъедем еще к этой. Здесь посмотрим. Ух ты. Видали? Какие чудеса. А у вас овцы, бараны по городу ходят? Ну, рядом с городом. Ну, тут травка, вот видите, зеленый луг. Они тут ходят, пастбище. И кушают травку. Вот. Так, ну едем дальше. Смотрим. Чернышевского, 36. Вот это адреса. Ой, там смотрите, какой вот этот дом. Тоже древний, швейцарский. Вот. Но они, к сожалению, у нас фундаменты у них плохие. Вот тоже дом. Фундаменты раньше, часто свайные основания, все железобетонные делают. И поэтому они стоят. А вот видите, эти все дома, они покосились уже. То есть, чтобы его реставрировать, надо ему фундамент менять. А считайте, это надо перекладывать. То есть надо полностью дом разбирать, фундамент новый делать уже по всей науке, и уже потом дом. Вот даже видите, железяка какая-то, кузов машины лежит. Вот здесь вот плохо то, что больше груза ездят по этой дороге и рычат. Они рычат, шумят. Вот смотрите, дом какой строят. Плиточками вот так красиво обделывают. Симпатично будет. Водоемчик. Ну вот такая вот набережная. И где-то здесь, это уже Чернышевского надо, то есть она Хабарова, потом Чернышевского, вот одна и та же. Но это мы видим здание Якутской епархии, Вилюйской, Ленской, как там называется, если точно, там памятник стоит церковному деятелю. Вот такое вот здание. Здесь учебное заведение их религиозное находится, музей, по-моему, еще какой-то. И вот это вот тоже здание, видите, да, церковь. Вон там купола рядом стоят. Купола, видите, да, это еще царская постройка. Эти все церкви у нас, они старинные. Что Преображенская, Никольская и вот это вот. Они все, ну, они реставрированы. Вот в последнее время они все реставрированы. Ну все, по сути дела, мы уже проехали эту набережную. Здесь осторожно, Эрик, притормози. Спуск такой вот есть. Хоп. Ну, километра 2, наверное, 3. Не знаю сколько, спидометра у меня нету. Поэтому. Ну а здесь дальше, если ехать, вот тут базы будут. Базы продуктовые. И вот кто любит затариваться подешевле продуктами питания, они сюда едут и покупают. Ну, хотя сейчас, в принципе, в городе можно
определенные дешевые цены найти. Знать только места, где это все продается. Вот таким вот образом. Ну ладненько, все. Сейчас мы развернемся здесь и поедем обратно. Давай, обратно едем. Разворачивайся. Упс. Сейчас вам немножко другую сторону. А вот этот дом продают. Какой-то ангар или что-то, склад. Ну туда, если дальше вот по этой трассе ехать, там дорога до Хатас, Табаги. Табага, вот там будут мост делать в районе Табаги. Самое узкое место в районе Иркутска, где можно мост построить 3 километра. Табага, и дорога идет она там до, по сути дела, до Покровска, города Покровска. 70 километров. Так, теперь нам что, надо разогнаться? То, упс, красота. А вот сейчас с этой стороны можете полюбоваться вдали. Смотрите, вот этот микрорайон 203. Знаете, да? А вот еще вон виды. Давно мы никуда не выезжали, потому что ремонт был. Ни до съемок, ни до всяких этих. Очень хлопотное занятие это. Все это своими руками делать, конечно, муторно. Ну что делать надо? Летом, пока тепло, покрасить там всякое и так далее. Вот камеры наблюдения, как видим, стоят, закреплены у нас. Ой, Ярослав обогнал. Устал ждать меня, что я долго еду. Гонит как сильно. Эту куртку, вот, в которой он едет, мы в прошлом году покупали ему. Она ему велика была, а сейчас как раз даже еще чуть-чуть. Вот следующий год еще потянет. Вон, видите, да? Ну, сейчас как раз вот немножко у нас уже осень. Осенью пахнет. Поэтому надо курточку одевать небольшую. Какой домик построили. Смотрите, сколько этажей там, 15, да? Этажей 15. О, вон вам еще овцы. Смотрите, вон они. Главное в это не врезаться. Вон пасутся овцы. Я думал, бараны. А бараны-то вроде с рогами, когда, значит, это овцы. А это коровы. Он и коров пасет, и овец пасет. Короче, супер. Вот у него приход-то хороший, да? Это такие два стада. Ну, может, он чисто как пастух, да? То есть его фермер нанял, и он ходит, пасет. Вот, остановились попить водички. Вот такую простая вода. А вон там напротив дом, кстати, видите, да? Вот этот 4-этажный домик. Там квартирка на 3-м этаже продается. Кому надо, 5-комнатная, 141 квадратный метр за 18 миллионов. А, пожалуйста, покупайте, и будет у вас вид красивый. Ну, правда, здесь дорога вот эта вот, а по ней круглосуточно машины ездят, я даже не знаю. Шумно. Если это
хорошую квартиру покупать, то, конечно, не на улице. Прямо на улице не надо брать. Пыльно, грязно, шумно. Видно, вот здесь дорога вот эта вот. Если зимой по ней ехать, там выйти можно на прорубь, где крещение принимают. Замков опять сколько тут. Тьма тьмущая. И видно, вот эта дорога, вдоль нее люди тоже выезжают туда, на речку. Старый город здесь. Ну что, теперь на Джекам камеру другую взял, та у меня разрядилась. Xiaomi 4K. Теперь на Джекам шестерочки. Посмотрим, как она стабилизацию держит. Ну, уже аккумуляторы старые и не держат. Надо, короче, аккумуляторы заказывать или камеры вообще менять на какие-то другие, более прогрессивные, которые хорошо снимают. Ну, хотя вот это вот еще ничего. Днем как бы, да, а вечером, конечно, ей уже в сумерках не снимешь нормально. Сейчас я вам покажу, где тут находится памятник Сталину у нас. Ну, бюст Сталина. Вот видите, вот это здание, вот это вот голубенькое здание, и вот под ним бюст Иосиф Виссарионович Сталин, при котором СССР одержала много побед. Индустриализация, победа в Великой Отечественной войне. Ну вот, видно новый микрорайон, еще разочек вам, кто не видел. 203. Еще стройка идет. Тут квартиры, по-моему, продаются какие-то. Может, если не продали еще все. То есть здесь удобно, вот этот микрорайон он удобный. То есть это центр города, считаете, вот этот в этой стороне, там уже площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, проспект Ленина, самый центр, считайте. Вот еще раз цены вам. 95-й 54 рубля, 92-й 51. Я люблю Якутск. Или я так, не пойму, кто кого любит. О, бабушка идет с палочками, прогуливается. Ну, может, и мы так будем когда-то ходить. Так, ладно, все, тут надо притормозить. Дорога опасная. Да, но эти, конечно, полосы препятствий, они так бы можно было ехать спокойно, без проблем. Приходится слазить, залазить. Такая, тут так вот туда себе. О, не. No. Так можно было проехать, но там кочка большая. Кочка большая. Так, а вот это уже, по-моему, улица. Где-то здесь начинает Хабарова уже идет. Или вот до этого перекрестка, или до того. Это Хабарова. Здесь магазин «Прогресс». Вот в этом доме магазин «Прогресс». Раньше, в советское время, был единственный магазин, где
Вон, видите, надпись «Прогресс», где продавались велосипеды, запчасти к велосипедам. Ну, сейчас уже, конечно, другие появились, но здесь до сих пор продают спорт-инвентарь. Ну, палаточки всякие там, туристский отдых. Вот если там сегодня воскресенье, он закрыт. А так, в будни можно туда заехать или зайти. Здесь, в принципе, недалеко. 10 минут ходьбы от площади Орджоникидзе. И прикупить себе. Я вот катафоты брал. Катафотики вот эти брал. Хорошо-то как, а? Так каждый раз, каждый день такой пробег, и считай, через неделю можно скинуть килограммов 5 будет. Если сильно, конечно, не наедаться. Опять выбора у нас, смотрите. Сейчас выбора, и опять вон реклама. Общественная приемная Владимира Федорова. Какую-нибудь себе большую вывеску сделал. Так, а мы здесь внизочек спускаемся. Так, потихонечку. Жик. И вот тут плохо, смотрите, там даже не подымешься. То есть там спуска нету нормального. Ну, видать, дорога еще делается. Ну, вот видите, да? А там от площади Орджоникидзе уже. Тут совсем немного, сколько там, метров 200. Так, и мы переходим дорогу. Сейчас. Видали, какое препятствие? Как вы с велосипедом или с коляской? Да дохлый номер. Вот так приходится брать его. Или как вот Ярослав, или как я. И вот так вот тащить. Ой, вообще, конечно. Ну, у нас город автомобилисты, как говорят, в основном. Хотя и велосипедистов, в принципе, хватает. Но как-то среда для велосипедистов, она не приспособлена. Не приспособлена. Вот это вот, по сути дела, одна из улиц, где можно вот так вот более-менее прокатиться на велике спокойно, где немного пешеходов. И вот она такой, в принципе, достаточной протяженности. А так по краю дороги ехать, это большой риск, что собьют. Большой-большой. Так, тут нам надо спуститься. Сюда вот заедем. Ну вот если сюда идти, тут можно на пляж выйти. Пляж Дамба, но его закрыли, по-моему, еще 2 или 3 августа в этом году. Потому что коронавирус, там что-то статистика плохая была, и поэтому закрыли просто. Ну, по сути дела, жара такая сильная спала, поэтому закрыли, короче, пляж. Ну, а сейчас холодно. Сейчас у нас вот, я выходил, градусов 18 было. Уже не до купания, конечно. Хотя, если кто морж есть, может докупаться, в принципе. Может. Супермаркет. Вот кто хочет, может сюда зайти, там магазин, продукты. Ну, цены такие, я бы сказал, кусачие, поэтому мы его проедем. Проедем мы его. Ух ты, какие тачки. Мотоциклы. Как она так кричит, да? И людей пугает. А там вот 3 этих друзей картины. Так, все, переходим. Ну, вот еще разочек вам площади Победы. Здесь остановочка. Так, а как нам лучше проехать посюда? Ух, какая тачка большая. Ё-моё. Бедного ребенка посадили, а он
собачками гуляют. Это овчара, да? Овчара. Ой, тут-то сколько детишек-то сколько здесь. Видали, да? Кто на чем? Кто на скейте, кто на роликах, кто на это, в сегвее. Только и смотри, чтобы не выскочили под колеса. Да. Ну и все. Якутское речное училище. Приезжайте сюда вот поступать на моряка какого-нибудь, капитана или еще кого. Но она вообще-то высшая уже стала, насколько я знаю, да? Поэтому опс. Так, оп. Такая большая железяка была. Да, надо смотреть под колеса. Под колеса надо обязательно смотреть. А то еще одну шины камеры решаться как-то неохота. Надо потом где-то заказывать, там бежать покупать. Целое дело. Зик. Надо велосипед на таких пружинах, как для гор, на амортизаторах, чтобы не чувствовать этих колдобин. А вот эти, да, это из земли вылазят, из земли вылазят вот эти палки. Их вечная мерзлота выдавливает. То, что не выкорчевали оттуда, видите, да? Тут раньше когда-то деревяшки стояли на таких, типа сваи деревянные были. Сами дома-то посносили, а эти дубины там остались в земле. И вот они сейчас потихонечку вылазят. Ну, вот такая ситуация, да, по всему городу, где какие-то были постройки. А тут вот чуть-чуть плитка, ой, разрушилась. Так, а нам, наверное, надо здесь перейти. Вот этот светофорчик. Сейчас подождем Ярослава. Он потихоньку едет. И сюда пойдем. Вот, Ярослав куда-то поехал. А я отсюда еду. А он решил в объезд. А тут шлагбаум сделали двойной. Зачем-то. А зачем здесь шлагбаум? Вот смотрите, видите, да? Выпирает. А тут везде так. Такие выпирыши. Так. Опа. Лужа. Лужу задели. Нам, по идее, надо колеса помыть где-то было. Раньше удобно было. Вот эти водокачки стояли по городу. И можно было помыть где-то велик. А сейчас, где помоешь, я даже не знаю. Так, а нам сюда надо свернуть. Сюда вот. Ух ты, люди прямо по городу в масках ходят. Неужели боятся, что их заразят? Тут-то можно было и снять. Сегодня 23 августа, а видите, да? До сих пор масочный режим. Ну, скоро, вот, 1 сентября, школьники в школу, говорят, пойдут, как-то будут хитро учиться. Так, а нам, наверное, надо больше-меньше заехать. Я так думаю. Так, что-нибудь покушать. Каких-нибудь вкусняшек. Я так думаю. Так, а вот это здание ДОСААФ России. ДОСААФ. Так, ну что, мы затарились и теперь переходим через дорогу.
Так вот надо слезть и идти по всем правилам передвижения велосипедистов по городу. Ну, смотрите, какой домино построили здесь. Ого-го-го. Да? Классно. Здесь, в этом здании, находится паспортный стол. Ну, вот если вам загранпаспорт нужен, вот здесь вот АВИР, как он называется, отдел полиции. Магазин только супермаркет вкусной еды. Тоже вот здесь. А, здесь вот смотрите, овощи продают. Овощи. Всякие разные овощи. Потихоньку проезжаем. Закон. Опс. Хатей, торговый центр. А с этой стороны удачная покупка, супермаркет, крытый рынок. А там вот дальше Гранд Сити, торговый центр, Спортмастер, Эльдорадо, торговый центр Деляй. Хоба. Так, ну и все. Сейчас мы вам тут покажем классное местечко одно. Смотрите, свалка крупного мусора запрещена. Вот здесь, смотрите, что творится. Видали? И охота же людям вот это делать, а? Лебеди всякие. Видите, как украшено здесь все. Супер-пупер. Реальный пацан, он надпись. Видали? У них тут вообще, конечно, суперски все оформлено. Есть же желание такое. Площадка тут у них прикольная. Такая. Ну все, вот подъезжаем. Здесь здание 10-й школы. Мы туда уже не пойдем. Вот она. Спортплощадка. Там. И здесь вот такой проезд. Ну ладно. Детский садик Якутская энерго. Всем пока. Тут уже вот такие укромные уголки. Скандал, это что рассказал мне.